Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Власти Кыргызстана решили предоставить особый статус российской телевизионной пропаганде. Телеканалы из России хотят вывести из-под действия местных законов о СМИ. Потому как человек разговаривает о том, о чем он говорит, можно понять, какое он телевидение вообще смотрит. Первая таджикская воздушная гимнастка упала на арену с большой высоты. Во время опасного номера под куполом душанбинского цирка без страховки ее не удержал партнер. Я выйду на работу на следующей неделе. 80 погибших за раз. Российская авиация в Сирии вернулась в небо после 2 недель непогоды. Умер Дэвид Боуи, самая эпатажная рок-звезда 70-х. Он удивлял поклонников до последнего. За 2 дня до смерти музыканта состоялась презентация его последнего альбома. В России доллар установил исторический рекорд. Впервые с 1998 года он пробил отметку в 75 рублей. После утреннего обвала российский Центробанк установил официальный курс доллара 75,9 рублей за единицу американской валюты. К вечеру его стоимость увеличилась до 76,5 рублей. Падение рубля эксперты связывают со стремительным снижением цены на нефть. Стоимость барреля марки Brent опять опустилась и составила $33 за баррель. Свою роль сыграли и падающие китайские рынки. Вслед за рублем падение продолжили и центральноазиатские валюты. В частности, казахстанский тенге также поставил новый антирекорд. В понедельник в обменных пунктах он продавался за 361 тенге за доллар. Как сообщает казахстанский телеканал 24 КЗ, официальный курс доллара упал за один день сразу на 5 тенге. Тем временем казахстанское правительство опубликовало список государственных предприятий, которые будут выставлены на торги в рамках так называемой второй волны приватизации. Президент Назарбаев и его правительство неоднократно заявляли, что при помощи новой приватизации республика сможет поправить свою экономику и стабилизировать бюджет. На торги выставлены одни из самых крупных предприятий, остающихся в государственной собственности. В их числе государственная нефтяная монополия «Казмунайгаз», национальный авиаперевозчик Air Астана, Национальная почта Казахстана, монополист на рынке связи Казахтелеком и даже футбольный клуб «Кайрат». Всего в списке 65 объектов. Но, как считают эксперты, ожидаемого эффекта очередной этап приватизации не принесет. Более того, в результате может существенно увеличиться нагрузка на республиканский бюджет. Практически все, что государство собирается продать, это национальная экономическая инфраструктура. Это транспорт разных видов, это энергетика, это связь. И все такие объекты, они в частной или в государственной или форме собственности все равно непосредственно контактируют с государством через бюджет, через различного рода госзаказы, через оказание таких массовых услуг, тарифы на которых регулирует государство. Ну, будет несколько иной принцип назначения руководства этих приватизированных компаний. Но точно так же будут договариваться насчет бюджетных заказов, да и распилов, между нами говоря то же самое. Надо сказать, что правительство сейчас предпринимает просто гигантские усилия по осуществлению неких антикризисных мероприятий, и все практически впустую. Я вам скажу почему. На самом деле кризис у нас потому, что закончился 15-летний источник, единственный источник развития нашей экономики. Это стандартное превышение экспортной валютной выручки над всеми видами валютных затрат. Вместе с опусканием цен на нефть это превышение закончилось, причем, будем говорить, навсегда. Никаких других источников развития нашей экономики нет. И как ты там не перетасовывай экономические объекты внутри этой системы, новый источник не появится. Каким образом он должен появиться, это другой, отдельный вопрос. Но приватизация здесь ничего не решает. Власти Кыргызстана решили дать особый статус российским телеканалам, вещающим в республике. Пропагандистские СМИ России планируется вывести из-под действия местных законов о СМИ. В частности, их освободят от обязательного вещания на государственном языке Кыргызстана. В республике организовано некое общенациональное обсуждение особого статуса российских телеканалов, и многие жители страны высказываются против. Джибек Бегалиева с подробностями.
Новую студию директор одного из самых крупных госканалов показывает с гордостью. Деньги на новые декорации потрачены серьезные. В год ЛТР получает из бюджета всего около $900 тысяч. Для ТВ это просто копейки. Я могу сказать, что наш канал является одним из главных источников информации для тех, кто живет в регионах. Телеканал рассчитан на кыргызскоязычных зрителей, хотя контент на государственном языке обязаны иметь все каналы. Хотя бы 50% медиапродукта отечественных ТВ должны транслироваться на кыргызском языке. Исключение составят российские каналы. Их правительство предлагает наделить особым статусом. Специальное соглашение между двумя странами рассматривается. По договору республика будет бесплатно транслировать Первый канал и ВГТРК. Предусматривается также обмен видеопродукцией. Там предусмотрели такой пункт, потому что нам бы тоже хотелось, чтобы на российских каналах была информация про нас. Потому что мы тоже хотим развивать наш туристический потенциал. Новость о том, что российские каналы получат особый статус, в Кырнете восприняли неоднозначно. В соцсетях сразу пошел флешмоб. Пользователи меняли аватарки и просто постили «Мы против кремлевской пропаганды». Этот коллаж Гуляим нарисовала в смартфоне сама. Перечеркнутый логотип Первого канала сменил прежние фото профиля. Апельсиновый кэшью-кейк для вегетарианцев, который подают только в ее кофейне. Отказывается теперь девушка не только от мяса и молока. Потому как человек разговаривает о том, о чем он говорит, можно понять, какой он телевидение вообще смотрит. И вообще смотрит ли он телевизор. Они как-то уже по-другому мыслят, по-другому говорят. И когда уже разговариваешь, смотришь ОРТ, там РТР, да. Когда на главное фото в Фейсбуке Гуляим поставила эту картинку, девушку не все друзья поняли. Посчитали это еще одной причудой вегетарианки. Ее образ жизни до сих пор не понимают многие. Гуляим говорит, просто не задумывались. Каждый день, когда мимо чего-то проходишь, ты не замечаешь, что она там стоит, пока кто-то не скажет, смотри, стоит. И мне кажется, просто люди настолько привыкли по проезженной в это колее жить, что просто не смотрят, не видят. Впрочем, для большей части кыргызстанцев кремлевские медиа – авторитетный источник информации. Первый канал России регулярно входит в тройку самых популярных ТВ в Кыргызстане. Если, допустим, российские каналы исчезают вообще с эфира, получается очень большой всегда вопрос. Пока мы там переключали только, поступило очень большое количество звонков. Мы там не можем найти российские каналы. Это понятно. И это понятно, что мы, стратегическое партнерство у нас, мы вышли все из одного, вылетели гнезда. В Минкультуры обещают, власти возьмут во внимание реакцию граждан на инициативу. Однако сегодня в правительстве сняли документ с сайта, и его рассмотрение, похоже, пройдет без общественного обсуждения. Любек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. В Таджикистане заработал единственный в республике горнолыжный комплекс «Сафет-Дара». С советских времен он находился в разрушенном состоянии. Профессиональным лыжникам во время тренировок приходилось пешком десятки раз за день подниматься на горные склоны. Для местных спортсменов реконструкция комплекса – радость двойная. Теперь они надеются не только участвовать в Олимпийских играх, но и завоевывать там призовые места. Наш корреспондент Анушер Вонарипов встретился с первым и пока единственным участником таджикской горнолыжной олимпийской сборной. Вот уже 23 года занимаюсь горнолыжным спортом. Не было у нас ничего, ни формы, ни самое главное условий для тренировок. При этом мы еще принимали участие в Олимпийских играх. Сегодня у Алишера Кудратова, таджикского горнолыжника, первая за всю карьеру нормальная тренировка. Раньше из-за отсутствия электричества не работала канатная дорога, и спортсмену приходилось пешком забираться на гору, чтобы спуститься с нее на лыжах. Подъемы отнимали много сил, и от таких занятий пользы было мало. Да и трассу приходилось прокладывать самому, тратя на это несколько дней. Алишер с друзьями лыжами трамбовали снег. Сейчас свет есть. В день можно и 20, и 30 раз спуститься. Теперь это настоящие тренировки. Трассы есть нормальные. Раньше мы их сами утрамбовывали. Сегодня для этого есть специальные машины. Можно тренироваться, не тратя большую часть времени и сил на подготовку. Появилась и новая форма, и лыжи, и все это для спортсменов бесплатно. Еще в прошлый сезон несколько лыжников использовали один комплект снаряжения. Теперь они громко обсуждают международные соревнования и даже Олимпийские игры. Тема, на которую до этого говорить было не принято.
Может, хоть теперь мы будем не просто участвовать в Олимпийских играх, но получать медали и побеждать. Этот горнолыжный комплекс, единственный в Таджикистане, был реконструирован после многих лет разрухи. За 4 месяца здесь также отремонтировали гостиницу, были построены рестораны, прокат, магазины. Закуплено оборудование и техника. Создана лыжная школа, проложены трассы, отвечающие международным стандартам. По словам руководства комплекса, это только начало. В планах превратить его в полноценный курорт. На следующий год мы сейчас думаем поставить кресельную канатную дорогу протяженностью, может быть, 3 километра. Или поставим сразу кабину, гондольные канатные дороги. Планируется построить коттеджи отдельные на трассе, которые будут находиться. Ну, пока это в планах, на следующий год планируем реализовать, конечно, все это. Сотрудники, инструкторы и спортсмены в шутку называют горнолыжный комплекс вторым Куршевелем. Специалисты именно этого популярного курорта готовили и тренировали местные кадры. Нас полгода обучали французские специалисты, потом принимали у нас экзамены. Мы получили сертификаты. Это значит, что уровень нашей подготовки соответствует международным стандартам. Сегодня на территории комплекса занимаются только спортсмены и ученики лыжной школы, но уже в ближайшие дни откроются двери для всех желающих. Номер в гостинице будет стоить около $60 в сутки. Хотя сюда можно приехать и просто покататься. Прокат снаряжения и лыж всего $20 в день, а комплекс находится в часе езды от столицы. Анушер Волнарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. ЧП в таджикском цирке. Во время выступления из-под купола сорвалась гимнастка. 30-летняя Мастона Собирова, одна из первых таджикских воздушных гимнасток. Она выполняла сложнейший акробатический трюк без страховки, и ее не удержал партнер. Вот драматичные кадры этого падения. Мастона Собирова сейчас находится в больнице. По счастливой случайности она осталась цела после падения. Гимнастка надеется вернуться на арену уже в ближайшие недели. Я хочу сказать, что все будет хорошо. У меня все в порядке, я здорова. Дай Бог меня отпустит через 2-3 дня, и я выйду на работу на следующей неделе. Хочу сказать, чтобы зрители не беспокоились, потому что такое может произойти везде. Человек может упасть, даже просто идя по дороге. Далее в программе. 80 погибших за раз. Российская авиация в Сирии вернулась в небо после 2 недель непогоды. Умер Дэвид Боуи, самая эпатажная рок-звезда 70-х. Он удивлял поклонников до последнего. За 2 дня до смерти музыканта состоялась презентация его последнего альбома. К событиям в Сирии. В осажденный войсками Башара Асада город Мадайя, жители которого из-за военной блокады начали умирать от голода, прибыл гуманитарный конвой. Грузовики с продуктами должны были достичь Мадайи еще в минувшие выходные. Сирийская армия даже соглашалась пропустить колонну Красного полумесяца. Но сирийские власти передумали. И все последние сутки продолжались переговоры. В результате гуманитарный груз был все-таки доставлен. О голоде в Мадайи стало известно несколько недель назад, когда эксперты ООН начали фиксировать в этом 40-тысячном городе десятки случаев смертей жителей от истощения. А значительную часть умерших составляли дети. Сколько дней ты уже ничего не ешь? 7 дней. Чего бы ты хотел съесть? Что-нибудь сладкое. Мадайю уже назвали сирийским Ленинградом. Вы видите кадры, на которых голодные дети собирают траву и ветки растений, чтобы хоть как-то прокормить себя и своих близких. В этом блокированном сирийском городе крайне тяжелое положение жителей усугубили аномальные холода и снежные бураны. Между тем, плохая погода мешала почти на протяжении 2 недель российским летчикам наносить удары по сирийским городам. Но сразу же после вынужденных каникул российская авиация вновь начала их бомбить.
Как сообщает Рейтер, за один только авиаудар по продовольственному рынку в сирийской провинции Идлиб было убито больше 80 человек, 52 из которых мирные жители. Вы видите кадры последствий этой бомбардировки. Вслед за возобновлением бомбежек российское военное ведомство вновь стало выкладывать в интернет и распространять через российские телеканалы пропагандистские видео с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Вы видите, как российские летчики готовятся к вылету своих боевых самолетов, а также мощные авиабомбы, которые техники устанавливают на бомбардировщиках. А это кадры уничтоженной российской авиации автомобильной колонны в районе города Алеппо. Как сообщают пользователи сирийских социальных сетей, уничтоженные грузовики перевозили бытовые газовые баллоны в один из сирийских городов. Свои бомбардировки возобновила и американская авиация. На этом видео американский самолет уничтожает железнодорожный мост в одной из сирийских провинций. Тем временем немецкая экспедиционная авиагруппа закончила обустраиваться на базе турецких ВВС Инджерлик в непосредственной близости от сирийско-турецкой границы и приступила к разведке и бомбежкам, как заявляется, объектов террористической инфраструктуры ИГИЛ. На этих кадрах звено немецких бомбардировщиков «Торнадо» улетают для нанесения ударов по территории Сирии и Ирана. В самой же Германии полиция зафиксировала сразу несколько случаев нападений на беженцев с Ближнего Востока. Полицейские не исключают, что это месть со стороны радикальных немецких группировок за беспорядки, устроенные якобы мигрантами в новогоднюю ночь в Кёльне. Немецкие СМИ сообщают, что на данный момент в полицию обратились около 600 женщин с заявлениями о сексуальных домогательствах и изнасилованиях со стороны выходцев из Северной Африки. Праворадикальные и неонацистские немецкие группировки устроили в центре Кёльна в минувшие выходные марш протеста против миграционной политики Германии. Они потребовали от правительства избавить страну от беженцев. Во время марша ультраправых произошли столкновения с полицией. Полицейских летели бутылки и фейерверки. В ответ правоохранительные органы применили водометы и физическую силу. Одновременно с правыми в районе Кёльнского вокзала проводили массовые шествия и защитники женщин и леворадикальной организации. Там также звучали похожие призывы к немецкому правительству. Я призываю политиков быть жестче с любыми преступниками, не только мигрантами, которые просят здесь статус беженца. Мы призываем к правосудию за всех жертв этого насилия. Я не жду чуда. Не думаю, что полиция внезапно окажется везде и накажет всех виновных, особенно учитывая тот факт, что полицейских не хватает. Если бы это было так просто, они бы это уже сделали. Но в любом случае, они должны следить за ситуацией и немедленно наказать преступников. Из-за беспорядков в немецких городах и напряженной атмосферы по всей стране канцлер Германии Ангела Меркель отменила свое участие в Международном экономическом форуме. Ее риторика за несколько последних дней диаметрально изменилась. До этого лояльная к беженцам Меркель теперь заявляет о предстоящем ужесточении немецких законов о миграции. Право на получение статуса резидента или убежища может быть потеряно, если заявитель будет осужден условно или попадет в тюрьму. Против рецидивистов, как насильников, так и грабителей, должна применяться вся сила закона. О том, как изменилась позиция немецких властей под натиском общества, мы спросили у исследователя праворадикальных движений Антона Шеховцова. Я думаю, что Меркель придется, она уже пошла на некоторые такие шаги, которые стали таким отходом от ее первоначального тезиса о том, что Германия справится, мы сможем принять всех беженцев. Она уже от этого отошла. И я думаю, что эти социальный протест вынудит ее более ужесточить законодательство по поводу предоставления Германии статуса беженца тем, кто прибывает и будет пребывать в 2016 году в Германии. В Москве при температуре минус 13 градусов и в условиях снежной бури прошел первый московский зимний велопарад. Его организаторы хотели доказать, что зима не является препятствием для развития велокультуры в столице. Съехалось несколько тысяч человек. Однако, как отмечает наш корреспондент Вадим Кондаков, это мероприятие в суровых погодных условиях выглядело все-таки странным. Интересно, ребят, на самом деле. Я и зимой катаюсь, в принципе, а тут вот массово теперь. Не один я такой уже
со странностью получается, а нас много. Сегодня же снежную бурю обещали, знаете? Ну ладно, ничего страшного, на велосипеде. Резина поменена? Конечно, ну смотри, видишь какая. А у человека вообще шипы. Да? Реально? Покажите, как это выглядит. Так что все нормально. О, действительно, шипы. Этот велосипед я собрал для фрирайда. Это вызвано просто необходимостью достаточно прочной конструкции, которая будет выдерживать. А чего вы руку держите там? Ну, я просто отморозил руку. Пока ехали, что ли? Да. А как будете в велопробеге участвовать? Ну, в велопробеге я просто согреюсь. Вы не боитесь отстать? У вас все-таки одно колесо? Ну, я поеду по тротуару, если отстану. Да? Ну, а как? А по скорости все-таки вы не можете соревноваться? Ну, 11-15 км в час я могу ехать. Многие крутят пальцем у виска, говорят, они сумасшедшие, что они ездят зимой на велосипедах по Москве. Ну, пока да, но я думаю, этот велопарад немножко исправит эту ситуацию. Кому пришла в голову эта чудесная идея проводить велопарад при минус 10 градусах зимой в Москве? Вам? Ну, я один из родителей этой идеи. Москва не единственный город зимой. Есть Канада, есть Скандинавия. И там люди ездят на велосипедах зимой. И мы хотим показать, что это возможно и в Москве. А вам не холодно лежа катиться? О, для этого одежда специальная. Но все-таки все сидят, а вы лежа будете. Вы совсем лежите на асфальте практически. Нормально, когда двигаешься, не холодно. А вас не забрызгают? Ну, забрызгают, конечно. Ну, ничего страшного. Танки грязи не боятся. Вы не заблудились, сегодня же все-таки велопарад, а у вас, похоже, самокат. Я не заблудился, я и зимой катаюсь. Но это самокат или велосипед? Самокат. Не стало Дэвида Боуи. Легендарный рок-музыкант скончался в воскресенье в окружении своей семьи. Последние 1,5 года он боролся с раком, но поклонники Боуи узнали о его болезни только когда артист ушел. 8 января Дэвиду Боуи исполнилось 69 лет, и в этот же день вышел его последний, 25-й студийный альбом «Black Star». Среди советских поклонников Боуи ходили легенды о его тайном приезде в Брежневскую Москву. В Советский Союз он приехал не с концертом, а как турист в компании с другой иконой рок-музыки Игги Попом. Об этой поездке известно мало. Рассказывают только, что Дэвид Боуи гулял по Красной площади в женском платье, а потом с Игги Попом, обманув КГБ, они отправились на поезде на Дальний Восток и смогли доехать почти до Хабаровска, будучи никем не узнанными. В Хабаровске музыкантов арестовали и выслали из СССР. В жизни Дэвида Боуи происходили многие неординарные события. Давайте еще раз вспомним этого, безусловно, выдающегося артиста. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.